значит, дыхание багдадское, и очень многие суфии, которые в Багдаде в то время творили, работали, они были хорасанского происхождения. И во всяком случае очень много было именно персидских суфиев. И именно иранские мистики, как признается, так сказать, всеми сейчас исламоведами, именно они, иранский суфизм иранского происхождения, придало исламу ту глубину философскую, иногда, возможно, такую действительно поэтическую глубину, которая в исламе есть благодаря как раз суфизму или ирфану. Достаточно упомянуть такие имена, которые связаны. У Аттара всегда встречаются, противопоставляются школы Аль-Бистами, с одной стороны, где суфизм является такой опьянение, сказать, близостью к Богу, с Богом, а с другой стороны это школа Джунайда, где человек возвращается, он приобретает, он после связи, вот этот аль-висаль, он, соединяясь с Богом, приобретает черты какие-то, познает Бога, видит Его, соединяется с Ним. И вот с этой частичной божественной субстанцией он возвращается на землю просветленным. И вот это слово просветленность, то, что есть и в христианстве, в других культурах, это вот свет, который, нур Аллах, который, собственно говоря, сердце мистика увеличивается, вот эта божественная субстанция в сердце именно кальб, и это дает его, делает его просветленным. С Аттаром связано очень много интересных явлений суфизма, которые еще до конца не изучены. Мы хорошо знаем, например, Омара Хайяма, мы читаем его стихи, любим его стихи, но на самом деле Аттар не менее глубок и не менее его слово поэтично. И глубина этой поэзии Аттара, мы можем его ощущать, ее ощущать опосредованно через других поэтов, например, Наваи, который тоже оставил прекрасные стихи, прекрасную поэзию, это вот опосредованность творчества Аттара. Очень часто не понимают таких поэтов, и иногда даже сами мистики говорят, что необходимо, чтобы человек достиг определенного уровня посвященности, чтобы иметь возможность понимать, что хотел сказать поэт. И не только поэт, а вот Таскират — это, безусловно, одно из величайших сочинений, посвященных просто агеографии, это, если перевести на русский язык корректно, это жизнеописание, описание жизни святых. И что сделал Аттар? Аттар просто взял, если раньше биографии суфии существовали отдельно, и биографии кочевали из одного табаката в другой табакат, был такой, значит, Аль-Ансари, потом, значит, Ас-Сулями, кстати, тоже все персидского происхождения. И вот эта линия, так сказать, табакатов, жизнеописаний, разрядов святых, Аттар взял за основу этот жанр и его совершенно по-другому представил. Он в каждом разделе, посвященном каждому из суфиев, он дал его точку зрения на разные проблемы суфизма. И мы видим не только биографии святых, но и их мысли, их учения, их идеи. И это делает эту работу совершенно особой. Часто не понимают его, потому что язык, который использует Аттар, как и многие другие суфии, он аллегоричен, он символичен. И когда он говорит одно, скрывая содержание, истинное содержание какими-то совершенно обычными вроде словами, но если мы будем воспринимать это на таком поверхностном уровне, мы теряем вот эту глубину, которая заложена в этих стихах. Есть аллегории, которые граничат с такими очень рискованными такими высказываниями, которые тоже не понять сейчас, если мы не будем понимать, что происходило в то время в суфизме. Например, то, что он говорит, что
упоминает, например, разных суфийских высказываний, там содержатся в его произведениях, где он ставит под сомнение то, что обычно под сомнение не ставится. Например, необходимость молитвы, необходимость там, поклонения там, даже Каабе. Он говорит, что, например, что Господь, Он важнее, чем его храм. То есть он хочет сказать, что есть много вещей, которым можно поклоняться и нужно поклоняться, но Бог, Он выше всего, и Он не сравним ни с чем. То есть вот это основная мысль, которую Он всегда исповедует. А мы знаем, например, знаменитые басни, которые восходят к Эзопу, через Эзопа, через Ла Фонтейна, его некоторые басни, например, «Стрекоза и муравей» и Крылов, свое представление изложил прекрасным ключом. Но у Аттара вот этот древний пласт культуры, он тоже фигурирует. И не только в этой истории с стрекозой и муравьем, но и очень много других притч, которые действительно идут из глубин веков и которые Аттар смог донести и представить. Например, если мы вернемся к сравнению с Омаром Хайямом, вот одно из стихотворений, опьяненное вином любви, из произведения Джаухар ад-Дахр. От каждого любовь требует мистической тишины. Я прошу прощения, это просто не поэтический перевод, это просто перевод за содержание. К чему все стремятся так искренне? Это любовь. О чем люди шепчут друг другу? О любви. Любовь является предметом всех сокровенных мыслей. Любви ты и я не существует. Тот, кто хочет знать секрет обоих миров, найдет их секрет. Этот секрет заключается в любви. И здесь мы видим, что это не просто любовь, а это, безусловно, можно понимать как и любовь, но это именно махабба, как боголюбие, это любовь к Богу. Это не просто, это не ишк ни в коем случае, это не страстная любовь, не чувственная такое с элементами такого животного, как бы, без животных инстинктов. Это любовь чистая, возвышенная любовь к Богу. И здесь каким образом мы можем понять, что здесь действительно заложен какой-то суфийский смысл? В терминах. Мы смотрим на термины, которые используются. Например, мы знаем, что аль-фират — это и разлука, но это и разлука с Богом. Например, он пишет о аль-висаль, означает любовную связь, но аль-висаль означает и единение с Богом. Мы видим, когда он пишет о возлюбленном или возлюбленной, он пишет о любви к возлюбленной, он не использует слово аль-махбуб или махбуба или аль-хабиб. Аль-хабиба — это слова, которые имеют род, женский и мужской. Он использует слово аль-хиб. Аль-хиб действительно человек, который не посвящен, он поймет это по-своему. Но человек, который понимает, о чем вообще идет речь, он тоже, то есть с точки зрения грамматической, тоже есть полное соответствие с реальным содержанием. И, наконец, безусловно, значение Аттара в истории суфизма не только в том, что он популяризировал суфизм и суфийские идеи, он, безусловно, еще оказал влияние на дальнейшее развитие суфийской и мысли и практики. Например, то, что он описывает в своем Тазкирате, то, что Абу Бакр аш-Шибли говорил
Аллах, 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 когда он совершал обряд поминания, зикр, он обычно говорил Аллах, Аллах. И когда его спросили, почему ты не говоришь нет Бога, кроме Аллаха, ля Аллах, Аллах, а говоришь Аллах, Аллах, он сказал, я боюсь умереть после того, как я скажу ля Аллаха, с отрицанием Бога на устах. Я хочу быть уверенным, что я готов к тому, что Бог меня в любой момент может забрать, и я не хочу сказать, произнести нет, пока не достигну моего. И этот сюжет, он не только теоретически, он во многих суфийских, значит, братствах, в том числе Накшбандия, в других, используются как краткие формы в зикрах и никоим образом не полные формы. Спасибо. Огромное спасибо, Олег. Я думаю, что те, которые впервые скажем, познакомились с творчеством Тара Нишапури, много чего узнали, потому что достаточно очень научное выступление, подробное выступление было именно в творчестве этой великой личности. И благодарим его. به طور مختصر اون ترجمه بکنم بیاناتی که جناب آقای علی اکبر داشتن. ایشون گفتن که در قبل گفتن خیلی مقدم عرض کردن و گفتن که خوشحال هستن که تعداد زیادی از افراد اومدن برای اینکه آشنا بشن با آثار این شخصیت بزرگ و گفتن که اگر در صورتی که آثار عطار نیشاپوری به زبان روسی ترجمه میشد و همگانی میشد بیشتر مردم با آن آشنا میشدن، یقینا این سالن کوچیک پر بود و نیاز بود سالن‌های بزرگتری و بزرگتر از اون در سالن‌های بزرگتری گرد هم بیان تا اینکه در همچون مراسم‌های شرکت بکنن. البته در مقایسه با خیام اشعار عطارم از چه گفت که محتوا و معانی عمیقی برخوردار هست، هیچ کمی نداره از اشعار خیام. متاسفانه بعد بس در مورد ترجمه هستش که ترجمه نشده است. آثار ایشون و آشنای مردم با آشنایی ندارن با آثار ایشون و گفتن که این رو در این توی شرق شناسی ما به این مسئله قدم‌هایی رو برداشتیم که سرکار خانم شاشیکا هم که شروع کردن به ترجمه از آثار ایشون، خصوصا منظورشون منطق الطیر هست. و در اینجا گفتن که در کتاب تذکرة الاولیا عطار نیشاپوری خیلی زیبا اومده بیان کرده افکار و اندیشه های عرفا رو در این کتاب و به زیبایی میشه پی برد و آشنا شد با افکار و اندیشه های اونها. و عطار نیشاپوری خیلی خوب کمک کرده در مسئله توسعه و ترویج افکار و اندیشه تصوف و عرفا در زمان خودش، یعنی سهم ارزنده بررسی خودش گذاشته در این زمینه. حالا این میشه گفت شالوده خلاصه ای از سخنهای ایشون. و сейчас я, с вашего позволения, перевел коротко выступление господина Аликперова и хотел бы сейчас вот предоставить слово профессору Тегеранского университета. Как раз он преподает по приглашению Института стран Азии Африки МГУ, приехал в Москву, преподает в Институте стран Азии Африки, также в других московских вузах. Он является специалистом по персидской литературе языка, также знатоком и специалистом в области ирфана, поэзии персидской. Поэтому господина профессора Мухаббати просим выступить. Вы Мухаббати, вы фарми. آتش عشق تو در جان خوشتر است، جان ز عشقت آتش افشان خوشتر است. درد بر من ریز و درمانم مکن، زان که درد تو ز درمان خوشتر است. چون وصالت هیچ کس را روی نیست، روی در دیوار هجران خوشتر است. چون وصالت هیچ کس را روی نیست،
روی در دیوار هجران خوشتر است. خشک سال عشق تو بینم مدام، خشک سال عشق تو بینم مدام، لاجرم در دیده طوفان خوشتر است. سلام عرض میکنم خدمت مهمانان محترم و مدعوین عزیز. تعالیم عرفای اسلام یک مقدار سخت و سنگین است. Я приветствую всех вас, что нашли сегодня время, пришли к нам. Действительно, учение арифов или гносиков мусульманских достаточно сложно тому, чтобы его раскрыть и рассказывать. و این طبیعی است برای اینکه کسی که میخواهد به قله 200 متری برود فردا سر قله است، ولی کسی که میخواهد قله اورست را فتح کند باید خیلی تلاش کند. Но это естественно, что если человек хочет вот именно подняться, скажем, достичь вот тот пик, который на холме или на горе, которая состоит из 200 метров, это ему достаточно легко будет даваться по сравнению с тем человеком, который хочет подняться на, скажем, вот именно самой высокой вершине, скажем, тоже Эвереста. امروزه دیگر با رشد فرهنگی که بشر کرده بر همگان مسجل شده است که عارفان پارسی زبان ایران قله معرفت و فرهنگ بشری را در عهد خودشان طی کردند. Сегодня именно культурное развитие человечества, которое бесконечно быстрыми такими темпами как бы развивается, свидетельствует о том, говорит о том, что тот путь, который прошли арифы или гностики, или мистики, персидские гностики или арифы или гностики в свое время, они прошли в свое время вот этот путь, эту вершину, они достигли его. به همین دلیل اگر ما با زبان عرفا نشانه هایی که به کار بردند و فرهنگ آنها آشنا نباشیم ارتباط با آنها برای ما سخت است. Именно поэтому, если мы не будем знакомы с мыслями, идеями или знаками, которые они использовали именно гностики, арифы или мистики, для нас понять их будет достаточно сложно. و همین خاطر من سعی میکنم امروز بسیار ساده و از منظر در واقع ابتدایی به بعضی از نکته‌های مربوط به عطار اشاره بکنم. Поэтому я хотел бы сегодня достаточно простым языком поговорить именно о разных аспектах творчества Аттара. در نقد ادبی جدید یکی از دروازه‌های مهم برای شناختن یک شخصیت ادبی مقدار افسانه‌هایی است که در مورد اون کس ساختند. Новые достаточно литературные книги, современные имеется в виду, если о какой-то личности мы будем говорить или, значит, его обсуждать, необходимо обратить внимание на те, значит, мифы или рассказы, которые говорились о нем. یعنی اگر شخصیتی در مورد او افسانه مردم نساخته باشند خیلی بزرگ نبوده است. Значит, это говорит о том, что если личность, которую люди не сочиняли про него мифы какие-то, значит, он не был таким великим личностью. مثلا شما حضرت عیسی مسیح را نگاه کنید که چقدر در مورد او افسانه ساختند مردم. Сегодня, если мы обратим внимание на Иисуса Христа, что столько людей начали создавать или сочинять, имеется в виду мифы, рассказы, притчи о нем. این افسانه ها امروز ممکن است برای ما بعضی اوقات خنده‌دار یا بی‌معنی بیاید، ولی قطعاً بی‌معنی و خنده‌دار نیست. Естественно, может казаться нам, что эти мифы могут сегодня для нас достаточно быть такими простыми, можно сказать, что такими юмористичными, можно сказать, но однако они не являются такими. Они с собой имеют, можно сказать, глубокую мысль. بلکه اسطوره‌شناسان و میتولوژیست‌ها میگویند حقیقت را در دل افسانه‌ها بجویید، نه تاریخ. Однако методологи, кто занимается вот этим вопросом, они говорят о том, что истину необходимо искать именно в этих мифах, а не в истории. چرا که تاریخ را قدرتمندان و حکومت‌ها نوشتند آنچنان که می‌خواستند، ولی افسانه‌ها را مردم ساختند
آنچنان که بوده است. Так как именно историю писали, создавали те, которые имели силу, власть государства, государственники. Однако мифы создавали или сочиняли именно народ. از همین منظر عطار یکی از پرافسانه ترین شخصیت های فرهنگ بشری است. Именно с этой точки зрения именно Аттар является той личностью, которая про него сочиняли, рассказывали о многочисленные мифы и рассказы, притчи, история человечества. به حدی که درباره او 300 افسانه ساختند. До такой степени, что именно именно о нем написали или создали, можно сказать, что более 300 мифов. که من به یکی دو تای از آنها اشاره می‌کنم. Я хочу напомнить, рассказать о двоих из них. از جمله افسانه ها افسانه عطار است در مورد گفتن بی‌سرنامه او. بی‌سرنامه یعنی کتابی که وقتی سر او را بریدن گفته است. Значит, существует такой миф о Аттаре и о его, когда его голову, имеется в виду, отрезали его, имеется в виду голову. یعنی عطار کتابی دارد به نام بی‌سرنامه. Значит, у Аттара существует книга, которая называется Бейсарнаме или Без головы. که امروز ما می‌دانیم آن کتاب از عطار نیست. И сегодня мы знаем, что эта книга не принадлежит Аттару. اما افسانه این گونه است که وقتی مغول‌ها به نیشابور حمله کردند یکی از آنها شمشیری به گردن عطار زد و عطار سرش از بدنش جدا شد. وقتی که آن مرد مغولی سر عطار را گرفته بود به دست، عطار در ضمن اینکه او سرش را می‌برد این کتاب را شروع کرد به گفتن. Миф состоит в следующем, что когда во время монгольского нашествия монголских завоевателей, когда они достигли, имеется в виду Нишапур, один из этих завоевателей, монгольских завоевателей, значит, отрубил, вернее, голову, значит, Аттара. И когда поднял эту голову в свою сторону, и в это время, значит, Аттар начал говорить именно об этой книге, имеется. مگر می شود کسی سرش از تن جدا باشد و با سر بریده کتاب بگوید؟ Разве можно быть такое, что когда человека отрубили голову, и эта голова начинает говорить книгу? آیا این دروغ است یا نه؟ Разве это является действительностью или нет? یا در دل این افسانه یک حقیقت متعالی و روشنی است که باید به آن برسیم؟ Может, в глубине этого мифа есть некое такое чистое, прозрачное истина, которое мы должны постичь его. آیا مغول‌ها که آمدن به ایران سر ایرانیان را بریدند اما فرهنگ آنها را هم توانستند ببرند و نابود کنند؟ Разве когда монголы завоевали Иран, они отрубили головы иранцев, однако они смогли отрубить, имеется в виду, уничтожить их культуру? آیا فرهنگ ایران با سرهای بریده همیشه ادامه نیافته است با شهدایی که داده است؟ Разве иранская культура именно с этими отрубленными головами, она не продолжилась, не развивалась و ادامه نخواهد یافت؟ и не продолжится? افسانه دیگر میگوید که وقتی مغول‌ها به نیشابور حمله کردند یک مرد مغولی عطار را به گروگان گرفت، او را اسیر کرد. Следующий, значит, такой вот миф о том, что когда Монголия захватили, имеется в виду Нишапур, один из этих монгольских завоевателей взял в плен Аттара. او عطار را با ریسمان میکشید و دنبال خود میبرد. Он тянул за собой, имеется в виду, Аттара. بعد رسید به یک پیرمرد بسیار پولداری و آن پیرمرد عطار را شناخت و به مغولی گفت که او را به من بفروش. И они по дороге, имеется в виду, увидели одного старика, богатого старика. Этот старик, когда увидел вот этот случай, событие, увидел Аттара и узнал его, сказал, что, значит, продай мне этого человека. مغولی به آن مرد гفт که چقدر میدهی تا من عطار را به تو بدهم؟ آن مرد گفت که یک صندوق پر از طلا. Этот монгол сказал следующее, что сколько ты мне дашь, если я тебе продам этого Аттара? А этот человек сказал, что я дам целый сундук из золота тебе.
مغولی رو کرد به عطار گفت که خوب است اینقدر بفروشم. عطار گفت نه کم است، من بیشتر از این میارزم. Монгол повернулся к Атару и сказал, что это хорошая цена за тебя, это хорошо, ты согласен, чтобы я тебя продал за эту сумму? Он говорит, нет, моя ценность больше этого. مرد مغول عطار را به دنبال خود کشان کشان برد تا رسید به یک روستا. И это имеется за собой Аттара, этот монголы дошли до одной деревни. بعد مردی روستایی که روزی به دکان عطاری عطار رفته بود، عطار داروگر بوده است، پزشک بوده است، عطار را دید و گفت که به مغولی گفت او را به من بفروش. И вот в этом село, эти деревни, один человек увидел, значит, Аттара, он узнал Аттара, потому что он, когда он уже работал аптекарем, он уже был медиком, значит, увидел, узнал его, ходил, оказывается, так давно вот к нему в аптеку, сказал к этому монголу, что продай его мне. مغولی او گفت که چقدر میدهی تا او را به تو بفروشم؟ مرد روستایی رفت و یک کیسه پر از کاه آورد و گفت همینقدر دارم. И, значит, монгол задал вопрос, сказал, что за сколько ты, значит, купишь этого Аттара? Он зашел к себе домой, вышел с мешком вот сены, имеется в виду, и сказал, вот за это. مغولی رو کرد به عطار و پرسید که این چه میگوید؟ بفروشم؟ گفت بسیار قیمت خوبی میدهد، بفروش. Он повернулся к Аттару и сказал, что